Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня в российский прокат выходит новый фильм якутских кинематографистов «Наша зима» режиссера Степана Бурнашова. Чем новая работа отличается от предыдущих? Как прошли предпремьерные показы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске? Какие новые тенденции наблюдаются в якутском кино? Об этом мы спросим у самого Степана Бурнашова. Степан, здравствуйте. Разрешите вас поздравить с премьерой. Здравствуйте, спасибо большое. Вы буквально вчера вернулись в Якутск. Как Да. восприняли вашу новую работу зрители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска? Ну, к нашей радости фильм восприняли очень хорошо, да, аж немножко было неловко во всех городах, там зрители оставались на обсуждении, очень много своих мнений, да, и все фильм восприняли очень в положительном ключе, они везде отмечают, что увидели, да, или себя, или знакомых, да, ну и вообще вот удивило, да, что там в такой холод мы живем. У некоторых даже мы немножко развеяли стереотипы о том, как мы живем в далекой Якутии. Вообще ваша новая картина «Наша зима» отличается от предыдущих работ, не имеет захватывающего сюжета, и повествует о человеческих отношениях. И, в принципе, могла бы быть снята в любом другом месте, кроме застывшего Якутска. Там нет, как таковой якутской специфики. Это намеренно такое решение, рассчитано на российский прокат? Нет, я никогда не основываюсь на каких-то вот особенностях, тенденциях, да. И у меня истории получаются такими вот, что я хочу рассказать. У меня много идей, и они вот у меня варятся в голове, и вот эта идея оказалась к месту, да, ко времени, и затрагивающая очень много и проблем, и показывающий очень много из обыденности, что меня очень волнует, и поэтому, собственно, эта идея написалась в сценарий, да, и вот сняли фильм. И о том, что там, не обязательно в историях должен быть какой-то захватывающий сюжет, да, я всегда стараюсь вообще человеческие истории рассказать. Ну и мне повезло, что я живу в Якутии, я использовал нашу холодную зиму, да, как метафору отношений, вот этот туман, о том, что вот не видно за пеленой уверенного будущего, вот это все. И история не только взаимоотношения мужчины и женщины, но и вообще, да, там и друзей, и старшего поколения, и так далее, и так далее. Можно сказать, человеческие отношения показывают. Да, да, абсолютно. Как, на ваш взгляд, должно развиваться якутское кино с прицелом на российский прокат или мировой? Тут важно понимать, не потерять, да, то, что мы прочувствовали, и снимать от души общечеловеческих отношениях, и главное быть честным, не пытаться там в угоду кого-то там изобретать что-то, да, там, или основываться на каких-то таких историях, пытаясь быть в ногу с тенденциями и так далее. Возможно, кто-то это сможет сделать, но, на мой взгляд, мы не должны потерять то, что уже сами создали, да, вот этот феномен якутского кино, и все отмечают, что особенность якутского кино — это очень такие настоящие истории, да, о людях для людей. И если многие там кинематографисты в Москве, допустим, да, основываются на каких-то вот других ценностях, да, забывая именно о людях, о человеческих отношениях, то наше кино вот основывается на этом. Ну и, конечно же, стараться снимать еще лучше, масштабнее, но, конечно, для этого нужны соответствующие бюджеты. Не секрет, что сейчас многие специалисты в сфере кино уехали из Якутии,
Ощущается ли нехватка кадров, но кем вы их заменяете? Ну, пока я к съемкам, да, следующих фильмов не приступил, пока вот ощущения не могу сказать, какие, да, но да, я видел, как во время даже съемок многие уехали, да, и это, естественно, сказывается. И очень много ребят, вот, которые именно там очень хорошие ассистенты, да, вот эти э, очень важные в съемках люди уехали, и искать замены там и так далее, или ждать их возвращения. Ну, все покажет ближайшее будущее, естественно, будут и некие сложности. А вообще, какие процессы сегодня происходят в производстве якутских фильмов? Как бы вы их охарактеризовали? А в каком ключе? Ну, вообще, в целом, куда движется наше якутское кино? Может быть, дадите какую-то характеристику этим движениям? В каком направлении? Ну, много снимает, ну, авторского, да, кино, но в то же время снимаются и очень жанровые вещи. Из вот этого если вот так взять глобально, то якутское кино сейчас самодостаточное, потому что работаем во всех разных жанрах, разные истории рассказываются, да, и комедии есть, и фильмы ужасов есть, и вот драмы, триллеры. Исторические фильмы, в том Да, числе, да? исторические фильмы. Но опять же, масштабы, да, многие же кинематографисты в Якутии из-за недостаточных, да, вот финансирования бюджетов мы немножко, ну, истории довольно-таки камерные, да, мы хотим уже снимать более масштабные, и надеюсь, в скором будущем у нас вот это все будет, и развитие якутского кинематографа, надеюсь, будет иметь вдохновение и продолжение. Ну и выходящий отсюда вопрос, существует ли конкуренция внутри рынка у нас якутского кино? Естественно, у нас есть здоровая конкуренция, в отличие от других, да, вот вообще из стран и той же Москвы. У нас мы все общаемся друг с другом, все друг друга поддерживаем, там встаем в очередь, тогда выходим в прокат, да. И это, на мой взгляд, очень положительно влияет на общее развитие, потому что мы между собой там сценарии даем друг другу Даже читать, да, и поддерживаем всячески. Можем даже, вот, допустим, ты режиссер, но можешь у другого режиссера там поработать или монтажером, или иногда даже водителем. Даже так. Ну, вообще, когда речь заходит о якутском кинематографе, власти и регионы, и федеральные выражают поддержку. И в плане финансовом, и инфраструктурном. Чувствуете ли вы эту поддержку, и в чем еще не помешало бы помочь якутскому кинематографу? Ну, определенно местное самоуправление там уже последние 2 года, да, финансово поддерживает, кто-то получает, кто-то не получает, да, ну, за всех не скажу. Пока вот по финансовой части я еще не ощутил поддержку, но в ближайшем будущем ощущу. Но еще здесь важно отметить, что у нас, к счастью, есть такая организация, как Саха Фильм, да, которая имеет профессиональное оборудование, мы берем в аренду, да, вот, и из этого, конечно, есть большие плюсы. Еще, ну, и прокат у нас налажен, открываются новые кинозалы, и в Якутске охотно берут. Ну и в общем положительная
тенденция идет, и надеюсь, это будет увеличиваться. Что касаемо федеральной поддержки, пока, к сожалению, ни один якутский продюсер самолично не получал субсидию с Министерства культуры или с фонда кино Российской Федерации, да, но мы работаем над этим и надеемся, что мы пробьем эту стену, и это будет большой шаг не только для развития якутского кинематографа, но и вообще регионального кино в целом. Наряду с премьерой фильма вы наверняка одновременно снимаете новую работу, ну или есть какие-то идеи, вот расскажите об этом. Уже есть написанные сценарии, идеи, да, по одному из сценариев мы попробовали вот подаваться в Минкульт России, да, на субсидирование. Будем делать попытки еще. Есть варианты там снять сериал на федеральном уровне. Ходят разные эти, не то что заявки, а предложения, да, с тем, чтобы поработать, да, но пока вот точек соприкосновения еще не найдено. Надеемся, что все идет к тому, что мы уже будем работать очень тесно с федеральными производственными компаниями. Ну, главное, идеи есть, и есть сценарии, наверное, будет решать время. А вообще решения на таком уровне, вот на федеральном, принимают вот благодаря чему? То есть на что ориентируются в первую очередь, как вы считаете? Ну, очень много факторов, да, это начиная от сбора документов, заканчивая вот художественной составляющей. Там у них есть такая аналитическая группа, эксперты, и вот они выбирают, кто... То есть оценивают какую-то ценность вообще? Да, это очень такая поэтапная работа. Сперва сбор документов, подача, потом проход, проход отбор этот, да, а потом уже от этого отбора они дальше пропускают на защиту, а после уже защиты выбираются победители. Все, как и везде, на конкурсной основе. Ну и сегодня якутян ждет премьера. На какую реакцию своего якутского зрителя вы рассчитываете? Ну, пока у нас в Якутске был пресс-показ 14-го, пока отзывы очень хорошие. Естественно, мы очень волнуемся и ждем реакции на нашего любимого зрителя, ведь якутский зритель отчасти сделали, да, вот, развитие якутского кинематографа. И очень надеемся, что фильм будет иметь отклик в сердцах наших зрителей, и фильм понравится. Степан, ну нам остается, в свою очередь, пожелать вам удачи, успешной премьеры, Спасибо. ну и побольше хороших и интересных фильмов для нас, для ваших зрителей. Спасибо большое. Надеемся на дальнейшее развитие. Спасибо. Ну я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.